Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. К двум извечным русским бедам добавилась третья. Точнее, вместо дорог теперь заняли самокаты. С каждым днем печальная статистика ДТП с участием двухколесных средств передвижения только растет. Почему средства индивидуальной мобильности превратились в серьезную головную боль для всех участников дорожного движения? И какие правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить водителей и пешеходов? Об этом мы сегодня поговорим с гостьей нашей студии, старшим инспектором пропаганды ГИБДД Владиленой Охлопковой. Владилена Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Надежда. Давайте, наверное, начнем с матчасти. Самокаты в недавнем законе приравняли к средствам индивидуальной мобильности. Вот как понять, что есть средства, а что нет? Ну, с прошлого года все средства индивидуальной мобильности приравнены к транспортным средствам. Давайте с этого начнем, да? И об этом очень многие, население, люди, да, родители не знают об этом, да? То есть, если это конкретное транспортное средство, значит, есть свои административные правонарушения, есть свои штрафы, да? А у нас люди вот это вот средство передвижения воспринимают как игрушку. То есть, если мы сейчас, прямо сейчас вот выйдем на улицу, да, как раз вот то же самое время, после 6, да, у нас весь город, в частности центр, да и не только центр, да, будет заполнен вот этими вот людьми, в особенности молодежью, также и детьми, которые катаются на электросамокатах. То есть они даже катаются не от пункта А до пункта Б, да, а именно как бы как игрушку, как играючи катаются. Ага. Если взять велосипед, да, там это спорт, да, во-первых, велосипед, вот как-то дает какие-то вот спортивные, вот можно занятия, как воспринимать, да, велосипед, а электросамокат к этому, к сожалению, не относится, там просто встал и поехал, и скорость на нем очень большая. То есть там можно разогнаться конкретно, да, и, конечно, и при этом дорожно-транспортные происшествия, в которых становятся участниками вот эти вот водители электросамокатов, они получают очень такие серьезные травмы. Есть еще же что-то между велосипедом и самокатом. Это вот какое-то средство передвижения, вроде как самокат, но есть сиденье. Ну да, к индивидуальной мобильности также относятся электроскейтборды, да, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и тому подобное. В том числе электросамокаты, которые сейчас вот у нас стоят на первым вопросом. Каждое утро мы работу свою начинаем с этого и заканчиваем этим, потому что очень многие не соблюдают, как я уже сказала, что они не понимают, что это транспортное средство, что это скорость. Скорость – это уже опасность. Плюс к этому с прошлого года в дорожных правилах есть свой пункт по электросамокатам, да, по всем средствам индивидуальной мобильности, в том числе и по электросамокатам. Оно аналогично велосипедным пунктам, да, но они как бы вместе идут, ага. Вот. Но люди, которые катаются, они, к сожалению, не читают, не открывают. Вот это вот маленькая книжечка, пункт правил дорожного движения, маленькая синенькая книжечка, она такая тоненькая, она такая маленькая, малюсенькая, да. Вот надо бы, чтобы сначала, прежде чем начать там кататься, использовать вот эти вот средства индивидуальной мобильности, все-таки нужно все-таки открыть, прочитать этот пунктик и потом только начинать использовать электросамокаты. Вот основное правило, наверное, какое? Переходя через дорогу, нужно спешиться? Да. Вот как я сейчас отметила, оно аналогично велосипедному, то есть и велосипедист должен спешиваться, да, и человек, который катается на электросамокате, использует электросамокат, но все средства индивидуальной мобильности, они должны перед пешеходным переходом обязательно остановиться, спешиться и уже в качестве пешеходов переходить дорогу. А у нас это сплошь и рядом, что делается? Нарушается. И при этом вот многие попадают под колеса автомобиля. Обычно как бывает, вот даже вот до этого года, да, у нас каждое лето вопрос поднимался про велосипеды. Также и про мотоциклы, да, но в большей степени про велосипеды, потому что в большей степени в летнее время в ДТП у нас увеличивается рост детского травматизма. Вот. А в этом году у нас в первую очередь это электросамокаты. Ага. И как получается? Вот вроде бы водитель подъехал,
пешеходному переходу, вроде бы пропустил всех пешеходов, да, начинает движение, уже смотрит только вперед, потому что вот посмотрел по сторонам, вроде бы пешеходов нету, все перешли. Начинает движение, и тут на большой скорости у нас вылетает кто? Велосипедист или человек, который на электросамокате. Все, это 100% столкновение автомобиля с велосипедом или со средствами индивидуальной мобильности. При этом в большей степени получают травмы велосипедисты и те, кто катается на электросамокатах, потому что они не защищенные, они не в салоне находятся. Плюс к этому у нас многие, ну еще велосипедистов в последнее время мы замечаем, что начали одевать и иметь при себе средства защиты, непосредственно шлемы. Вот, многие, наверное, сами тоже замечаете, да? А вот кто использует электросамокат, у них этого нету. Поэтому в первую очередь они получают 97 где-то процентов сотрясения головного мозга, потом идет закрытая черепно-мозговая травма, потом идет сотрясение головного мозга, да, ну, вот такие открытая черепно-мозговая травма. В прошлом году у нас ребенок-велосипедист был с таким диагнозом, да. То есть, да, люди получают травмы, дети в особенности, потому что они при столкновении прежде всего падают вниз головой. Или ударяются об капот автомобиля. Ну, это вот я со своей практики вам говорю. Рассказывай. Вот, Елена Геннадьевна, сейчас напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. А вот в случае такой аварии, кто все-таки несет ответственность? Человек, который выскочил на последние секунды разрешающего сигнала светофора, но все-таки нарушил, потому что не спешился, или же водитель? Но в большей степени тут несут ответственность обычно водители, да? Все-таки не заметили, должны всех пропустить, И как сопутствующая ДТП, сопутствующей причиной является то, что он тоже выехал. Но там опять-таки по ситуации. Все ДТП у всех разные ситуации, у всех вроде бы на первый взгляд, столкновение, да, обычное столкновение, начинаешь там проводить расследование, и у всех там, как у людей, у всех характер, свой характер, то есть по ситуации. А как двигаться тогда? По проезжей части велосипедисты и самокатчики могут или нет? Так, насчет ПДД, да, вот насчет пункта по использованию средств индивидуальной мобильности, велосипедом там разрешается, там с 14 лет по проезжей части, по ходу движения они имеют право двигаться. Но опять-таки на велосипед должен быть конкретно оборудован, то есть сигналы, тормоз, это все должно конкретно все работать, да. Плюс к этому у велосипедиста должны быть все средства защиты, то есть это в первую очередь шлем, да, потом налокотники, наколенники, и плюс к этому световозвращающие элементы. То есть велосипедист должен быть замечен издалека, потому что он двигается именно наравне с автомобилями, с другими транспортными средствами. Соответственно, сам несет ответственность. Да, есть такое тоже. Сам несет ответственность за свою жизнь и здоровье. Так, возрастные категории при использовании СИМ, они такие же, как и у велосипеда. То есть разница в них совсем незначительная. Например, вот я подготовилась, да, если отсутствует велодорожка или нет возможности двигаться по обочине, то велосипед, например, имеет право двигаться по тротуару. А у электросамоката вес, если он двигается по тротуару, должен быть меньше 35 килограмм. То есть вот эти вот, которые у нас большие электросамокаты, они не имеют права двигаться. Они должны двигаться только где им положено. Вот. Также до 14 лет только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, только в пределах пешеходных зон. А у нас дети катаются на электросамокатах с большим весом, хоть где, да, и по дороге, по проезжей части. Они не спешиваются, они даже иногда не доезжают до пешеходного перехода, да, но они вот так вот катаются. Вот, конечно, этого делать нельзя. И прежде всего это ответственность родителей. То есть если ребенок так себя ведет, так поступает и попал под колеса, если где-то есть видеокамера, и инспекторы доказали, что ребенок сам виноват, ответственность несет кто?
родитель. То есть это полностью его ответственность. А если мы говорим о количестве самокатов в Якутске, можно ли подсчитать? И какая статистика нарушений правил дорожного движения? Так, ну, насчет количества, это все-таки, ну, где-то около 1000 есть, наверное. Ого. Около 1000. Это много. Это много. Когда мы узнали точную цифру в мае месяце, там было 1200 озвучено. Вот, вышли на администрацию, провели совещание с представителями кэшеринговой компании, с администрацией, да, с представителями администрации и вот с госавтоинспекцией было проведено совещание. И там, ну, вот с того совещания пошло то, что мы вместе сотрудничаем, вместе работаем. Это вот, например, рейдовые мероприятия, куда мы выезжаем, выходим. Мы сначала попробовали выехать на автопатрульной машине, но у нас не получилось, потому что ну, они вот потуда едут, а мы посюда едем, да. Вот, поэтому решили в пешем порядке. В пешем порядке, да, там возле пешеходных переходов их останавливаем, им разъясняем, что есть пункт правил, дорожных правил, да. Плюс к этому есть свои административные штрафы, наказания, правонарушения. Плюс к этому есть свои вот в кэшеринговых компаниях, которые в аренду дают, да, у них по своему внутреннему положению есть свои штрафы. Кстати, они намного выше, чем вот по КоАП Российской Федерации, да. То есть, если не спешился, по КоАПу там 800 рублей, а по ихнему там 1000 рублей. Вот. Если выявлено, что родитель дал ребенку, да, кататься, то штраф у родителя 10 000. Если в состоянии алкогольного опьянения человек двигается, да, на электросамокате, то до 100 000. Вот. Если втроем, вдвоем, которые мы тоже замечаем, да, на дорогах, то получается штраф у них 5000. И это сразу снимается с карточки аккаунта, по которому человек вот взял в аренду электросамокат. Но мне кажется, наказание рублем обязательно должно присутствовать при такой неоднозначной теме. А есть же вот как раз-таки в приложении, где можно взять самокат в аренду, если я не ошибаюсь, заблокировать пользователя, который нарушил правила. Да. Вот только в июле месяце, это вот с 1 июля по 25 нет, по 23, что ли, кажется, июля было, да, заблокировано около 300 электросамокатов, которые нарушили, да, и штраф возложено на 92, что ли, на 92 человека. Использователей, да. Но это по внутреннему. А по нашему вот с начала в этом месяце более 300 нарушений использования с нарушением правил, да, это вот по статистике госавтоинспекции, а вот по кэшеринговой вот такая вот цифра. ДТП у нас получается, ну скажем так, с начала сезона 9, в которых 6 с участием несовершеннолетних. И в 2 из них, да, вместе с родителями. То есть родитель поставил ребенка спереди, сам находится сзади, и они вдвоем вот используют электросамокат. Потом дети при этом получили серьезные травмы. Это что у одного, что у другого компрессионный перелом позвоночника. Но ведь это звучит очень страшно, потому что я представляю себе сразу, человек минимум 80 килограммов веса летит со скоростью 15 километров в час. Это уже что-то страшное. Безусловно, есть травмы среди пешеходов. Да, и еще у нас вот ребенок на улице Дзержинского тоже попал под колеса, катаясь на электросамокате, именно катаясь, потому что другой ребенок в объяснении так и сказал, что мы катались. Вот. То есть не от пункта А до пункта Б, да, и получил переломы костей головы, 2 перелома. А были ли случаи, когда травмировались, наоборот, водители автотранспортных средств? Нет, таких случаев нету. Но по одному ДТП возбуждено уголовное дело. Это даже вот, так? Да, даже так. Это было в СМИ озвучено. Да? 17 июля на перекрестке улиц Пояркова-Пушкина мужчина на арендованном электросамокате сбил мальчика 5 лет. И мальчик получил травмы. Так, со слов мужчины, он попытался остановить электросамокат, но так и не сумел. И
и мальчик получил травмы. По нему сейчас заведено уголовное дело. Вот, наверное, в таком случае же должна существовать какая-то школа вождения, я не знаю. Ну, потому что прежде чем сесть за руль автотранспортного средства, проходим курсы, сдаем экзамены, а то и не один раз, и еще и медосвидетельствование проходим. Почему же здесь все так не строго? Но здесь, получается, электросамокаты менее 250 киловатт, поэтому, а на них водительских прав нет. То есть они могут не сдавать. А если выше, то да, там уже требуются водительские права. Ну вот школу вождения, как вот у нас происходит по четвергам, да. Кстати, когда мы только по СМИ озвучили, в первый четверг пришло очень много людей, да, и в основном мы заметили, что это не молодежь, а именно преклонного возраста. Ага. И именно вот женщины преклонного возраста, они пришли с таким прямо порывом, желанием учиться вот именно кататься на электросамокате. Угу. И мы начали сначала объяснять, что есть именно правила дорожные, да, по этим электросамокатам, что это все-таки опасность, это скорость. Озвучили статистику ДТП, то есть сначала начинаем всегда с этого, да. Ну и там половина ушла. Все-таки метод устрашения. Да, все-таки поняли, наверное, что ну, это не их, да, вот это вот кататься, лучше уж походить пешком. Ага. Но половина осталась, а вот с оставшейся половиной мы работали, да, работали, как все это правильно делать, как все это вот, как встать, как слезть, как вот, где тормоз, где газ и тому подобное. Но надеемся, что у них все будет хорошо. Вот давайте как раз об этом посмотрим сюжет, который подготовили наши коллеги. Давайте. Где можно и нельзя передвигаться? Как действовать в экстренных случаях? На эти и на многие другие вопросы ответили во время образовательной инициативы одного из кикшеринга. Каждый четверг с 6 вечера у нас тут на Комсомольской площади проводится школа вождения именно по правильному и безопасному вождению электросамокатами. А у нас вообще этим летом появились очень много электросамокатов, и, к сожалению, наши горожане не умеют правильно пользоваться вот именно электросамокатами, потому что это новая, это техника, это скорость, а скорость – это всегда опасность. Поэтому вот всегда стараемся проводить рейдовые мероприятия, чтобы люди научились правильно водить этот транспорт. Образовательный курс включал в себя теоретическую и практическую части. Первый раздел состоял из лекций об основных моментах правил дорожного движения. Во втором блоке была проведена тестовая поездка на электросамокате по специально обустроенной территории с имитацией условий городского движения. Пешеходный переход. Препятствия, ну, то есть это в виде человека, макет человека, змейка, то есть необходимо будет адаптироваться к условиям, если человек будет ехать, к примеру, по тротуару, будут эти люди, то есть ну, создано искусственное препятствие, чтобы он объезжал людей, чтобы потом мог это реализовать, грубо говоря, в городе, объезжая людей. Все желающие могли подойти на Комсомольскую площадь и узнать правила езды на электросамокате. Школа вождения будет действовать до окончания лета. После Анапы и Сочи я приехала в свой родной Алекминск и купила тоже себе самокат. И сейчас езжу везде, даже на работу. Я как думаю, ну хоть не ходить пешком, я так считаю. Я вот, например, работаю поваром, и мне сложно до работы добираться пешком в 5 утра. С начала июня этого года зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Инспекторами госавтоинспекции выявлено в общем более 300 нарушений административных. Все они привлечены к административной ответственности. То есть они нарушают правила перехода проезжей части, катаются по двое, по трое. И вот такие нарушения выявляем и составляем административный материал. Электросамокаты носят потенциальную угрозу для населения. Опасность кроется и в отсутствии прав для их вождения. Правила, показанные накануне самокатчикам, хоть и не смогут решить проблему в целом, но помогут снизить уровень ДТП с их участием. Вероника Таюрская, Иван Сорокомов, Якутск. Вот именно что потенциальную угрозу несут в себе электросамокаты. Каким результатом удалось прийти после метода устрашения?
Ну, потенциальную угрозу, наверное, ранее и мотоциклы, вот когда вот только появились, да. Ну, наверное, любой транспорт, вот транспортное средство, когда вот только появляется, да, когда человек то начинает использовать, наверное, вот несли потенциальную угрозу, да. Ну, в принципе, вот эти вот средства индивидуальной мобильности, если вот нужно вот соблюдением правил дорожного движения, если вот, как женщина сказала, если нужно и доехать, да именно до работы, да, из дома до работы, еще куда-то, да, ну почему бы и нет? Но опять-таки нужно все это делать и использовать с соблюдением правил дорожного движения. Вы, кстати, вот что мне напомнили, лет 10-12 назад была же другая совершенно тема, когда были скутеры очень популярны, с которыми Да. тоже возникали проблемы. Да. Мотоциклы, скутеры были, потом велосипеды начали, всякие там велосипеды скоростные, горные, какие-то вот, которые делают всякие вот эти вот трюки, да. На них, в принципе, невозможно кататься, но наши катаются, да. Вот. А сейчас вот у нас электросамокаты, то есть жизнь идет, и вместе с этим появляется все новое и новое какое-то средство транспортное, ну и которые вот на первые вот эти вот, как только появляется, он все равно представляет угрозу для жизни и здоровья человека, если человек сам этого не признает. То есть все-таки это должно исходить от каждого, кто вот хочет использовать. Это значит, опять-таки, не нарушать, придерживаться, да, все делать по пунктам дорожных правил, да, все как бы обезопасить себя, потому что дорога – это далеко не шутки. Дорога – это все-таки прежде всего опасность. Вот. Тем более в последнее время и в летнее время автомобилей у нас бывает очень много. А некоторые наши дороги, к этим, например, даже у нас велосипедных дорожек-то очень мало по городу. Не во всех же участках, не во всех районах они есть. Они есть в центре, есть, да, ну вот где-то на объездном шоссе там есть, в порту есть, да, на 203-м, 202-м там есть, вот Ларионова улица, да, все, и в центре. А в других районах у нас нету ДСК, там, например, нету, в Сайсарах нету, да, в Гемиине там нету. Так что вот надо все-таки сначала думать о своей безопасности, прежде чем использовать какой-то транспорт. Вот если мы говорим о безопасности, на двухколесное вот это средство передвижения встают вот и люди преклонного возраста, как мы уже успели отметить, и дети, в частности дошкольники. Нужно ли ввести какие-то возрастные ограничения для тех, кто встает на электросамокат? Ну, все-таки хотелось бы обратиться к родителям, да, к законным представителям, к взрослым, да, что вот, например, кикшеринговая компания, которая у нас есть, да, которая дает в аренду, там прямо написано, что до 18, это по внутреннему их положению, до 18 они не должны кататься. Поэтому у них есть вот свои вот эти вот штрафы, 10 тысяч на родителей, на представителей, да, законных. Но а по пунктам правил там с 14, как бы, ну как велосипедно, вот с 14 еще как-то можно, да, кататься. Но есть еще такое, там в пункте правил есть такое вот предложение, что с 7 лет в сопровождении взрослых родителей тоже можно. Но опять-таки у меня есть случаи, вот именно, почему говорю у меня, да, группа пропаганды, именно вот мы занимаемся ДТП, материалами дорожно-транспортных происшествий с участием детей. То есть мы проводим проверку, мы выезжаем на все ДТП с участием ребенка, да, и у нас были случаи, были материалы и в прошлом году, и в этом году, в начале лета, когда дети на электросамокатах сами не смогли остановить свой транспорт. То есть они видели, что едет навстречу машина, водитель их увидел, водители остановились, а дети нет. И таким образом они совершали столкновение с уже стоящим автомобилем. В прошлом году это была девочка была, и при том, что вот этому ребенку, девочке, да, то ли 10, то ли 9 лет, и подарили электросамокат на день рождения, у которого очень такая большая такая скорость. Вот, ну не надо этого делать, не надо. Должны все-таки да, запомнить, что конечно, это не забава. Да, конечно, это не игрушка, это далеко не игрушка, это далеко не забава. Это средство для передвижения. И при том это транспортное средство. То есть как будто бы вот такой вот большой электросамокат подарили вот 10-летней девочке, да, как будто ей подарили автомобиль. Вот сравнимо с таким получается.
Ну, на самом деле, я бы, если честно, возрастную планку подняла бы максимально, скажем, наверное, даже от 21 года, потому что для детей много что вообще дозволено. Есть и другие игрушки и развлечения. Давайте поговорим еще о так называемых тихих зонах. Они недавно появились у нас в городе. Что это такое и где они располагаются? Ну, тихие зоны, как я поняла, да, как вот на этих установленные эти скорости, да, замедленные скорости, они действуют возле общеобразовательных учреждений, и в центре. Вот, как мне вот пояснили администраторы вот этой фирмы, они действуют вот именно только там, в центре и возле общеобразовательных учреждений. Плюс к этому сейчас мы мониторим, где вот именно находится вблизи школ, где находится парковка этих электросамокатов. Потому что у нас месяц только остался до учебного года, да, и надеемся, что их возле школ не будет, что они будут находиться далеко от общеобразовательных учреждений. Потому что дети, они вот увидят, что их стоит много, захотят, возьмут и будут использовать. Вот продолжая эту тему, кстати, губернатор Ленинградской области Беглов буквально вчера запретил в центре передвижение на электросамокатах. Можно ли у нас на законодательном уровне сделать нечто подобное? Ну, если они это сделали, значит, можно. Логично. Ну, готовится письмо, опять-таки, готовится письмо в администрацию города Якутска почти с таким предложением. Именно вот в начале учебного года. Или хотя бы вот выйти на эту кампанию уже на их уровне и как бы количество, что ли, уменьшить. Потому что сейчас очень много. Очень много. Дети у нас, если сейчас они в летнее время катаются, да, то увидев, вот вышли со школы после занятий, увидели, что их там много стоит, взяли и поехали. И, конечно, опять-таки у нас будет в городе рост детского травматизма на дороге. Кстати, с наступлением осени появится и гололедица. Вот тут именно, как? Вот именно. Так, насчет гололедицы. Но очень надеюсь, что вот когда наступит гололедица, у нас эти электросамокаты перестанут действовать. Очень на это надеюсь. Кстати, в письме вот это вот тоже укажем, да. Но велосипеды, давайте коснемся велосипедов, да, они в этом году у нас в городе прямо бегали и зимой. У нас даже было ДТП с участием велосипедистов в январе месяце. Это вот сами тоже замечаем, когда они перевозят там пиццу или что-то, да, вот готовую еду, да, перевозчики. Но у них, вот я сейчас не вспомню, то ли почта России, то ли МТС, да, все в одинаковых формах, на велосипеде, с этим ящиком на спине, да, вот они вот ездили у нас всю зиму. И когда мы их останавливаем, и начинаем разъяснять, что все-таки гололед, снег и тому подобное, да, что это опасно, они говорят, что у них зимняя резина. Ну, она же не может защитить. Ну, нет, конечно, нет, конечно. Но поэтому, вот пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем работодателям, которые это позволяют, да, которые это разрешают, что нельзя этого делать. Все-таки это их работники, и, наверное, они какую-то ответственность тоже за них несут. И более того, они же получат производственную травму во время работы, передвигаясь на зимней резине. Ну, самокаты – это точка конфликта, безусловно, на сегодняшний день. Как же сделать так, чтобы это средство передвижения было комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения? Ну, мы со своей стороны, вот от имени госавтоинспекции я говорю, да, вот с начала мая, как уже вот нам дали понять, что их будет в этом году очень много в летнее время, да, мы уже начали и со СМИ вместе работать, да, вот и с вами работали, и через новостные вот выпуски ГТРК, да, плюс к этому у нас есть телеграм-канал «Столичная госавтоинспекция», там вылаживали, как себя обезопасить, как нужно правильно ездить, как нужно правильно использовать, да, со скольки лет, что есть штрафы, да. Но у нас
подписчики есть, у нас и сайты берут, и телеграм-каналы, отслеживаем иногда, да, вот то, что они взяли, и очень надеемся, что тут каждый человек сам должен себя обезопасить. Каждый человек, который вот решил прокатиться, да, вот решил использовать этот вид транспорта, да, он должен сам как-то вот себя обезопасить. То есть, опять-таки, соблюдение дорожных правил. Вот. Почему есть дорожные правила, почему есть пункты? Я везде и всюду, где бы я ни выступала, в особенности, когда я прихожу в школу к старшеклассникам, это обязательно озвучиваю, что каждый пунктик дорожных правил – это чья-то кровь. То есть каждый пункт, он написан человеческой кровью. И, кстати, нам вот, когда только появились эти электросамокаты, это было лет 4, 5 лет назад, да, нам было очень интересно, вот сколько должно погибнуть людей, в том числе детей, да, чтобы родился этот пункт правила дорожного движения. Вот. Ну, сколько-то погибло, пункты есть. Вот. Я вот всегда призываю, когда вот я выступаю, когда я беседую, провожу лекции, я всегда призываю, ну, не надо вот эту статистику увеличивать, не надо, а значит, нужно себя беречь. Прежде всего, вот, прежде чем дать ребенку взять в аренду этот электросамокат через свой аккаунт, да, родителю, прежде чем подарить ребенку, да, вот эти вот транспортные средства, это двухколесные, да, нужно сначала все-таки подумать, посмотреть вперед, что ли, в будущее. А веришь ты, доверяешь ли ты своему ребенку? А в свое время ты со своим ребенком какие-то профилактические беседы вела, не вела, рассказывала. А была ли ты личным примером для своего ребенка в соблюдении дорожных правил? Это редко очень встречается, и мне кажется, что в таком случае, как бы это цинично ни звучало, родители, по-моему, сами подписывают детям приговор. Владилена Геннадьевна, вот у нас остается с вами не очень много времени. От вас топ-3 правила просто незыблемых. Как нужно себя вести для того, чтобы все были в безопасности и чтобы больше не появлялось правил, написанных кровью? Так, соблюдать скоростной режим для водителей, да, для пешеходов переходить дорогу только в положенных местах, для велосипедистов и для пользователей средств индивидуальной мобильности взять правила дорожного движения, маленькую, тоненькую, синенькую книжечку, открыть именно пункт по этим транспортным средствам, прочесть и соблюдать. И четвертый пункт, да, четвертый вот это вот, это постоянно использовать ремни безопасности и детские кресла. Кстати, в дополнение к этому могу сказать, да, у нас вот буквально вчера было ДТП, где ребенок получил травму, да, и на переднем сиденье ребенка посадили, и там только вот нижняя часть детского кресла, что тоже, это не кресло, это просто бустер. И ребенок, конечно, получил травму. То есть на переднем сиденье кресло должно быть полное, и задняя часть, и нижняя часть. Вот, и все. Ну и всегда соблюдать правила, обезопасить себя. Прежде всего думать, что это все-таки вот сохранение своей жизни, своего здоровья, ребенка, ну и быть взаимовежливыми на дороге. Владилена Геннадьевна, я думаю, что многие для себя сделают сегодня необходимые выводы, в частности, родители, которые вот очень любят дарить детям различные средства передвижения в качестве забавы. Очень надеемся. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.